Посмотрим. Так, класс. А под белкой букашки. Это Лебедь. уточка, да, лебедь. Уток у нас очень много, вот, которая парящая, это гоголь называется. Они Это- интересны тем, что они гнезда свои устраивают в дуплах деревьев. И бывает, что очень далеко от воды, а потом вот своих детенышей переносят к воде, как собаки. Вот бывает, да? Носят За далеко. шкирку. Юга. Мгм. А это на южном плавает. Это вот этот Андатра. андатра. Как У интересно. них уже 3 штуки там. Интересно, как... О, птички. Это кто такие? Можно повсеместно включить. А это большой черный дятел. А, тут там же написано. О, а это кто там? Сыч? Сова? Совушка? Ага, Антон, смотри, интересно как. Пока снимаю, не... Будешь музыку накладывать или так оставишь? Голоса. Конечно, Ну отложу. так оставь. Угу. Филин очень красивое чучело получилось, да? Ага, как классно. Как в музее тут у нас классно, да? Животные. Давно этим чучелам, да, уже? Уже, да, уже старенькие. Они Большинство совершенно- еще в Печоро-Явыцком заповеднике их в прошлом веке, так сказать, А вон изготавливали. белый в красной книге. Зайчик. Ага, сейчас засниму. Классно же. Сейчас на телефон все можно снять красиво. Вижу, зайчик. Ага, это настоящие животные были когда-то, да, ведь? Вон этот опять глухарь, который... Это совушка. Белая, Ой, понятно, мишка вон. Не очень характерная для нашей территории, но тоже залетает. Ага, Лучше не забудь. ага, да, вот миленький. Кедровки, Вот это, да? кедровки, да. Ага. Вот потрошат наши кедровые шишки, заготавливают на зиму себе, то есть вот как белка, да, делает Ага, запасы. и это они бабочки, также да. делают. Это столько видов бабочек, да. Это еще не все. Вот Ничего тоже себе. все с нашей территории, все наши обитатели. Их вот конкретно изготовила целую коллекцию жителям села Устилыча. Какая и подарила красота. потом музею. Все разных собирала, да? О, классно как. Да, класс. Так, тут... Ага, поснимай. Машина для производства крахмала, да? Картошку туда как... Да, то есть вот здесь вот это как раз терка располагается, да, барабан. Колечки покажите. Да. Ну, Ага, для того, ага. чтобы вот это все уплотнять, тоже приспособление специальное было, да, чтобы руки не Ого. повредить. Как интересно, Так да? далее. Внизу стоял сосуд, куда вот это все падало, потом промывали, отстаивали и получали крахмал. Ага. Самое интересное, что рассказывают вот жители, что до сих пор ими пользуются. в быту. Да? Да. Приходили люди, говорят, у нас до сих пор в сарае стоит, и когда большой урожай картофеля, мы этим занимаемся. Красавчика снимаем. О, как здорово, да? Олень северный, да? Весной. Красивый такой прям, да. Я тут еще сниму, не сняла вот здесь вот красоту, археологическая карта. Так, он тут красивый экспонат. Угу. Вот эти вот Идолы. идолы. Раз. Угу. Бивень. Бивни, да. И зубы. Зубы. Ага, класс. Красиво. Да. Угу. Костюм, да, красивый такой, это комин, да. Костюмчики. Классно. А тут что рассказать? Ну, а здесь уже Это вот, охотники. основные занятия коми народа, да, это охота и рыболовство. Здесь вот у нас как раз представлено то, что относится именно к этому разделу. То есть одежда охотника, традиционная одежда охотника, вот это лузан, накидка, которая была очень практичной, очень удобной для мужчин во время охоты. Так, и орудия, которыми они пользовались. А вот лузаны вроде бы, да? Тоже лузан, да. Вот здесь на картине тоже охотник идет к своей избушке, вот у него лузан, сзади петля, куда вставлялся топор, топорище, да? То есть вот такие маленькие мелочи, вот такие, очень как раз делали функционально эту одежду. Вот вроде такая мелочь, как нашитый вот здесь кусочек кожи, да, не давал спадать ремню с плеча и так далее. Ага. Да.
вот представлена пороховница, вот этот круглый предмет. Хранился порох, которым заряжали ружье. Вот у нас 2 экземпляра, охотничьи ружья, кремниевые еще. Ух ты. Ну, а основными орудиями охоты все-таки было копье и рогатина. Вот она, рогатина. Тоже все настоящее, все передано из семьи охотника. В данном случае вот охотник на эту рогатину поднял более 30 медведей. Да, то есть люди, конечно, были сильные, отважные. Чтобы пуститься вот в такую охоту, нужно, конечно, было обладать вот большим самообладанием. Иметь большое самообладание. Еще хочу сказать, что очень интересно, что использовали в охоте еще и арбалеты. Охотничий арбалет, который заряжался вот такими стрелами. Использовали для глушения белки. То есть для того, чтобы сохранить шкурку в целости, да, вот как раз эти стрелы предназначались. И что интересно, когда белка падала, было специальное приспособление для того, чтобы ее окончательно умертвить. То есть вот Вилка такая. такая вилочка, да, которые уже к зверю не подходили, у нее зубы серьезные, да, и вот все это, причем охотник должен был тоже носить с собой, получается. Бедняжка. Да. Жалко белочку. Ну, надо сказать, что охотники отправлялись иногда на несколько месяцев на охоту. Очень часто ходили к Уральским горам, тоже вот на несколько месяцев за пушниной. Ну, опять же, мясо в семью, да, все это нужно было, конечно, добывать. И вот для того, чтобы вести счет времени, они брали с собой календарь вот такой. Календарь назывался «Пул-святцы» по коме. Вот. Так, то есть одно полуребро, оно соответствовало 1 месяцу. Насечки здесь уже нанесены. И вот по прошествии нескольких дней эти насечки заклеивались растопленным воском от свечи, либо лиственничной смолой. Потом это все вычищалось. Ну и здесь есть условные обозначения. То есть это могли быть церковные праздники, это могли быть какие-то, если семейные, допустим, да, дни рождения, дни памяти, может быть, чьи-то и так далее. Возможно, могли быть нанесены и астрономические явления. Поскольку промысловый календарь охотника, вот сейчас мы его посмотрим, он тоже связан, начало вообще периода, первого периода в календаре совпадало с весенним равноденствием, днем весеннего равноденствия. В коме промысловый календарь. В Сыктывкаре, если будете, его тоже можно посмотреть. Недалеко от СУМа он располагается, недалеко от центрального входа, справа там у дороги. Вот такое кольцо. Здесь вот стилизованные изображения животных. Итак, вот первый период медведя. Вот. Охотник всегда знал, в какой период на кого можно охотиться, а кого, наоборот, нужно охранять в это время, да, чтобы не трогать. И счет, конечно, был другой, не соответствовал нашему сегодняшнему календарю, да, вот они 9 периодов. Ну и очень интересно, это уже, скорее всего, современные такие наработки, что вот по аналогии с восточным гороскопом, да, тоже есть такой типа гороскоп, который говорит о характере рожденных вот в эти периоды. Тоже в интернете это можно найти. Интересно. То есть вот кто-то горностай, кто-то там еще что-то вот так. Что вот пойдем? Так, Да. интересно. Так, Как? ну, по рыболовству, что здесь можно сказать? Это основное орудие, да, это сети, конечно, которые тоже самостоятельно изготавливались. Так, представлена вот морда, вот эта вот плетеная такая, большая. Внутри, видите, ну, может быть, знакомы с устройством, да, помните? У нас сейчас лежит. Вот, вот. Ну, хорошая вещь, нужна. Да. Да. Очень интересно вот это вот так называемая коза, приспособление для лучения рыбы. То есть это когда вот ночью, да, с фонарем высвечивают рыбу в глубине реки и накалывают на острогу. Раньше фонарей, естественно, не было. Использовали вот это приспособление, которое называется коза. Крепилось оно к носу лодки, а здесь разводился костер. То есть все оно когда-то раньше было. Да? Да. Так же, как вот, допустим, вот различная утварь, да, которую сейчас вот мы можем найти в исполнении там пластиковом каком-то, да, вот оно все это было изготовлено вручную. Ну и, конечно, вот и одежда, да, и обувь тоже все это делали самостоятельно. Все было достаточно крепким, добротным, надежным.
Так. Были мастера, которые занимались вот конкретно обувью, например, и так далее. Я узнал. Мгм. Снегоступы, да, тоже очень интересные. На них клеймо стоит, что сделано в Канаде. То есть и начало прошлого века, да. Возможно, вот как раз они сюда попали с белогвардейским движением. Так что точно мы не знаем вот судьбу этого экспоната, но все может быть. Удобно ходить, да, вот так вот. Ага. Приехали наперед и спокойно. Не Ага. падать ведь. А тут так интересно, что здесь такое, да тоже вы какая-то, да? Там, да, будет очень много, конечно, утвари. Ага. Домашних, да. Ну и тоже, конечно, нужно было все изготавливать, очень много, вернее, нужно было изготавливать самостоятельно, да? Я хочу обратить ваше внимание на соломку. Очень мало мы там вот поговорили о животных, Ага. да? Но вообще надо сказать, что у коми народа Тоже не то. утка – это священная птица. И миф о сотворении мира связан у них именно с уткой. То есть земля образовалась вот именно из-за утки, можно так сказать, и все прочее. Даже вот Млечный Путь называется у коми утка-туй, то есть путь утки. Вот считалось, что по Млечному Пути к рождающемуся младенцу спускается душа утки. И вот в каждом человеке поселяется душа утки. Вот так вот, да. Ну, а вот тоже в соответствии с этой легендой, обязательно перед свадьбой отец изготавливал соломку в форме утки дочери на свадьбу. И это был впоследствии семейный оберег. Вот. И соль, конечно, Это тоже была. Соломки, да, вот да, это? да. Ага. Ну, вот это вот новодел, то есть свежее, да, вот дерево, а это вот старинное, тоже больше 100 лет. Изготавливалось тоже из березового капа, это наросты на березах. Вот наверху, на втором этаже мы посмотрим эти капы, какие они бывают. Вот это тоже из капа, вот можно просто потрогать, какая структура древесины вот она такая. Ага, надо ж Вроде как и дерево, но интересно. какое-то вот не такое. Я снимаю, буду потом слушать. Ага, это сами делали, да, все? Да, конечно, да. Ужас, как Все, интересно. все Какая- натуральное, да, кожа Ага. и так далее. Передали, Просто вот, да, чтобы мы охотники. не имеем права тут как-то что-то переделывать, доделывать, да, Ага. увлажнять и так далее. Но тем не менее, вот оно все. Какая красота. Да, Да, всё да, да. настоящее. Ой, интересно. Чугунки тут. Да. Да, это все еще там зала нет, да, просто как просто, да, эти как. Это мы тоже все посмотрим. Это туда можно, да, ходить? Конечно, А, конечно, давайте. Захотите, А, то я думала тут. и здесь Ага, снимать, самовар. сколько угодно. Да, да, Боже, да. Ну, сколько. вещи, в принципе, знакомые, да? Да, у Вот бабушек вот были. это вся. Мы-то люди деревенские, можно Да. сказать, мы все это видели. Родились в Троицкой Да, Печорске. это люди, которые, знаете, там с Москвы приезжают. Вот Кто они ни там разу, да. рот открывают, конечно. Такие, ой, думают, у нас у А бабушек мы все это это все было. видели, мы с этим жили, да? Да, да, Ну, я просто вот надо в сказать, что... 69-м году Да? родилась. Вот, а я в 73-м. А, Недалеко ушла. Тоже в Троицко-Печорске, да? Ну, нет, я в Знаменке. А, Так что все равно район он один. Да? да, охотились у Всё нас тут, примерно ловили рыбу. одинаковое, Эти да. вот были кадушки, тоже такие, все было. Да, все было. Ну и промышленность была, да? Ага, Просто да. хочу сказать, что вот все изготавливалось самостоятельно, да, вот прообразы наших современных предметов, они тоже вот есть, да? Вот Ага. оно сито, вот, изготавливали из расщепленных корней, иногда использовали конский волос, натягивали, и опять же делали вот, чтобы это было привлекательно, да, выглядело, то есть эстетика какая-то, она обязательно присутствует. Угу. Да, делали не абы как. Терка, пожалуйста, вот она терка, да. Вот они для процеживания бульона, приспособления. Все деревянные были, да. Да. Дальше вот это мы видим маслобойка. Масло делали. Ага. Обязательно корову держали. Да. Обязательно были с маслом, с молоком, со сметаной. Все было. Да, Да, да. хотя считалось, что жили достаточно бедно. А с другой стороны, вот, конечно, Там иконы, да. Не Это вот голодали. кровати, да, вот эти. да, кровать тоже деревянная. Красный уголок был, да, красный. Иконы откуда-то, да, настоящие, естественно. Старые, да, настоящие. Машинка у меня такая есть. Мгм. Даже, о, это прялочка, да? была. Прялка, да. Бабушка тоже. Вот такие у нее Вот были, да. старые, О, Есть, да? вот на таких она Приделывали. пряла, вот точно вот на таких. Да, Вот. да. Это вот деткам сейчас надо Сидела объяснять, вот так да, вот, мы-то это как-то все и видели. рукой крутила. Да, вот, да, да, вот. еще как. У меня мама Такие- тоже все Такие делала. нитки были классные. Мгм. Вот Там такие чески чёски, были. Да. Да?
Шерсть, она такая грязная, ее надо Да, стирать, да, вот стирала, это вот столько красила она. сыпется с нее. Да, 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 вот такое у бабушки было намотано. Мы еще думаем, что это такое у бабушки? Такой тут клок был намотан, и она вот так вот, и вот прям крутит и нитки. Да, это вообще Да, да, такие навыки были. у как людей. здорово. Да, вот про эту фигурку я вам хочу сказать, чтобы вы обязательно... А не были вот там, где место церкви-то? Это ангел же, да, да, Вот да. это прообраз того ангела, которого сделали из разрушенной лиственницы. Вот тут разбитой написано, молнией. да, ангелы. Только он там, бедно, раскололся А он и весь. был расколотый. Вот Что-то мастер так, даже когда изготавливал, там эта трещина, она сверху так и была. Вот, просто что она будет, конечно, усугубляться, потому что все равно и снег, да, и да, туда надо бы ее набивается, обруч да. какой-то бы стянуть бы, взять бы. Ну, тоже это надо, чтобы Кто-то умеет, занялся, да. Мгм. Ну, а это вот сама церковь, как она выглядела. Красивая, белокаменная, с высокой колокольней. Разрушена была в 1934 году. Но с начала 30-х годов уже там службы не проводились. Это был перевалочный пункт для ссыльных. То есть вот это время репрессий как раз. Мы входим в этот печальный архипелаг ГУЛАГ. Да, и вот отсюда уже по поселениям они разъезжались. Как они сюда добирались, это тоже у каждого своя отдельная история, трагичная история. Но вот это все у нас было. А вот как раз эти ангелы, они стояли в церкви, вот в этой впоследствии разрушенной. Вот. А сохранилась она как была использована в семье как куколка. Кукла чья-то была. Ну, и потом уже передали в музей. А когда строили церковь, это был 19 век, 1862 год, мы относились тогда к Вологодской епархии. Вот как раз Вологодская епархия вот снабжала украшениями и всем прочим. Ага, Да. здорово. Да, классно, Ну, конечно. можно посмотреть на картине, как выглядел Троицко-Печорский. Ага, Да, ну, вот так, ступы, понятно, да? ага, ступы. Измельчали, пестики разные были в зависимости от того, что как нужно было мельчить. Если нужно было делать муку, то вот, дробили зерно. Такая ну вот элементарно, да? Да, Просто вот они березовые чурбаны, да, здесь набиты придумали же линии, как-то. да, и они использовались. Да, и вот посмотришь, вот даже вот эти короба, да, тоже как из сказки. Ну, насколько удобные. Из бересты. Вот даже сейчас вот, да, экологически чисто, Да, надо да. сказать, да, что ничего не помнется, ничего там не запотеет, не сопреет, да. Да, И да. вот такое, действительно, Всё они сами плотные делали. и дышащие. Ну и вот здесь вот, ну, когда-то были удобные лямки. То есть вот надел рюкзачок. Мгм. Сколько лет этому, интересно, коробу? Ну, прилично. Вот это вот новый, да. Ага, да, да, видно. То есть плели из бересты, плели из ивовых прутьев, плели из корней. Вот эти вот корзиночки, да, представлены, вот это корневики. Из А, корней плели. Ну, умельцы, Как- да, да, что да, там делать? да. Тоже их вымачивали каким-то образом и так далее. классно, да, все здорово. Вот, хорошо, что мы зашли в музей. Конечно, конечно, хорошо. Вот Троицко-Печорск как выглядел раньше, да? 20-е годы. Вот как раз церковь. Через пару улиц, вот туда, где сейчас центр защиты, центр, не соцзащита, как это, где безработные, вот там располагается здание, вот на этой улице стояла часовенка, где отпевали. Вот. И там же недалеко находился дом священника. Вот на фотографии он дом священника. Это было первое пристанище нашего музея. 1957 год. Основал его учитель физики, фронтовик Александр Николаевич Попов. Вот. А впоследствии уже здесь сгорела школа в 1981 году. На этом месте школа Помню, стоит. горела, Пожар, да. помните, да? Да, видела, да, Среди бела да, дня, да. да? Вот это Да, всё. подожгли перед 1 сентябрем или поджог был или что. Потому что очень было странно, что перед 1 сентябрем я Да, была у после бабушки. педсовета. Сейчас я так, вот так, вот так. Часть, и функционировала только одна из них. Мгм. Ну, стояла русская печь, палати обязательно. Вещи обычно в сундуках хранили. Да, даже у нас у бабушки Ну, сундук. очень
удобная вещь. Ага, Да. да. А вторая половина это уже вот хозяйственная. То есть там хлеб, прямо туда можно было Коровушки заводить там. скот, да. А, точно, коровушки. А с другой стороны сено и дрова. То есть вот все под одной крышей. Ага. Здорово. Так. Из крыши его еще. Вот. В Устюге, например, характерны тоже такое же примерно устройство, но двухэтажные дома. Еще выше. Так, утюги мы с вами не посмотрели, там у нас вот такая Да, эволюция утюгов да. представлена. И до современного, да? До современного, да. То есть начиналось все вот с рубеля, которым прокатывали. Ага. Тоже вот, надо сказать, женский-то труд, он тоже был Да. достаточно серьезный, да? Ага. С такими как раз вещами обращались. То есть сюда наматывалась ткань, какое-то изделие, да, и прокатывалось. Но это надо было руками все это выстирать, Ужас, да, да. на речку сносить, Мы тоже полоскали. Было тоже дело. Попали тоже уже, походили, пополоскали на речке. В детстве. Утюги вот такие литые, тяжеленные совершенно. Ой, нагревали их на Нагревали печке, на наверное. печке, да. Ну, И сколько ну, естественно, времени. и это нагревалось. То есть всё было такое. Сколько ж времени уходило, пока нагреешь его, да, пока прогладишь. Да. Ну, впоследствии вот уже угольные, наполнялись углем. Как интересно. Да. И тоже, конечно, опасная вещь. Угу. Ну, они тут все похожи. Ага, он какой Да, а интересный вот стал. это вообще замечательный вот такой утюг. Это привезли нам из Петербурга в подарок из офицерской семьи. Обитал он в офицерской семье. Очень дорогой. Начало Да, прошлого да, века. Сделан да. в Германии. Да, то есть здесь местные жители, они бы себе такого позволить не могли, потому что он стоил дороже коровы. И, в принципе, он Ничего никому себе. нужен не был. Ну и еще, наверное, самое главное, почему среди русских не получил он такого широкого распространения, этот утюг заправлялся спиртом. То есть сюда заливался спирт в бочонок, да, здесь горелочка поджигалась, и вот подошва нагревалась. Ты смотри. Ну, тоже тяжелый такой, достаточно увесистый. Ну, а дальше Да, уже это нам уже не особо современные интересно. утюги. Да. Эти мы уже знаем, электрические. Ну, причем вот даже советские, да, некоторые хозяйки до сих пор от них не отказываются. Вот, они Вот тоже такой у такие нас тоже был утюг. увесистые, Да, и Да. такой тоже был. Ну, а сейчас уже. долгожители такие. Ага. Мы, бывает, раз в год стабильно меняем свою технику бытовую. Теперь уже такая, мне кажется. Да. Уже не удивляешься, а утюг сгорел. Ну ладно, пошли в магазин. Да. Вот так. Мгм. Да. Так что вот, Ну, здесь интересно. вот мы что еще с вами не посмотрели. Очень важная часть охотничьего снаряжения – это посох. Копье. Ну да, частично здесь и копье присутствует. Так, вот такой посох охотника назывался кайбедь. Это лопатка для обметания капканов от снега. Ну, опираться можно было, поскольку это посох, да. Здесь вот это копье как раз для защиты от внезапно нападающих животных, да, могло применяться. Или же где-то лед надо было продолбить, то есть как пешня использовалась. Вот такой элемент. Вот тоже на картине он присутствует. Ага. И ведет за собой охотник сани. Вот эти узенькие санки, легкие вот такие. Это нарты. В данном случае они у нас представлены коротенькие, считаются, для ближней охоты. То есть охотник, когда шел в избушку на охоту, сюда загружал провизию, а обратно уже то, что он как раз добыл, свою добычу. Запрягали собачку. Вот такой ошейник, вязаный. Удобный, Для собачки, мягкий, да? Ага. Чтобы шерсть не выпиралась у нее на шее. Вот такая упряжь. Угу. Интересно как. Да, Ну, да. а лыжи, наверное, знаете, да, что вот охотничьи лыжи, вот они оббивались камусом, то есть шкурами лося. Да? Ага. Ну и вот скользили они в одном направлении. Если, допустим, Вот эти лыжи, в горку, да, то, конечно, это очень удобно. Назад не ехал. Ага.
Ну и до сегодняшнего времени, ну вот здесь тоже можно посмотреть, да, повидали они многое, да, латанные, Да, перелатанные, да, но действительно очень удобная, очень надежная вещь. Современные охотники тоже до сих пор пользуются, изготавливают, причем да. стоят они тоже немалых денег. Ну вот как раз для охоты, если кто-то занимается, то, конечно, очень нужно. Мгм. Как шкурки там, все, да. Так, шкурки, да, куница и кидус. Кидус это помесь куницы и соболя, такая побогаче шкурка будет. Ага. Ну, а череп, это у нас представлен череп медведя. Это вот как раз к вопросу о том, Ого. насколько отважными были наши охотники, если Это они медведь? отправлялись в лес, да, с копьем и рогатиной, да. А вот это современный охотник, надо сказать, профессионально в начале 2000-х занимался охотой, то есть охот-заготовки у нас в то время еще велись. Да, и вот он рассказывает, ну, несколько лет назад он принес, говорит, не услышал, ни веточка не хрустнула, ни запаха вот не ощутил, говорят, да, что медвежий запах слышно. Вот. Почувствовал затылком взгляд. Хорошо, что шел с заряженным карабином, обернулся и выстрелил. То есть вот пробила пуля, раздробила тут вот скуловую кость. И повезло ему, конечно, потому что в другое место, может быть, и случилось бы по-другому все, да, завершилось. Потому что, например, лобная кость, говорят, у большинства медведей ее не пробить, особенно если взрослый. То есть настолько вот толстые кости. Такой прочные, череп, кажется, да. маленький прям. Да, но медведь был очень большой. Ужас. Ну, конечно, охотник всегда рискует. Но вообще вот в тайге, да, зачастую же за ягодами люди пошли, медведя повстречали, на рыбалку Я пошли, боюсь встретили, да. А сейчас их очень много. Очень много. Вот в поселках тоже, да, вот я приезжаю, когда домой, тоже, вот говорят, на кладбище не ходи, там медведь ходит. На луг не пойди, там тоже медведь живет. И вот уже даже не знаешь, куда идти. Да, да, вдруг Да, встретишься, и сидишь что делать, дома. вот, если Да. вдруг, не дай бог. А конкретно люди знают, что вот жилище там, допустим, у нас там 5 медведей вокруг поселка. Ужас. Вот такие люди. Страшно, да. Да, волки очень часто заходят тоже. Все равно, наверное, если раньше вот были лесопункты, леспромхозы, да, как-то вот животные обходили стороной больше. А сейчас вот они уже такие Стали смелые. очень. Прикармливают еще иногда Да, медведей. А вон смотришь в интернете ролики, стоят медведи, жрать просят, даже к машинам Думают, вот это вот подходят. шутки. Это же Подходят, да и совсем дают им кушать, они прям... Да, они спокойно вот на помойке к нам заходят, да. Ага. То есть, знают, где можно поживиться. Ну и, конечно, да, вот и внук, и все это. Это очень да. хорошо. Да. Как Ну, здорово. Вот этот человек чем знаменит? Почему здесь у нас такой присутствует? Участник Первой мировой войны, в Великую Отечественную войну, он занимался заготовкой пушнины. И вот за свой труд в эти годы был награжден орденом Ленина. То есть вот в нашей местности, да, он там из Устилыча, ну, здесь написано Еремеево, ну, то есть из тех мест. И вот получить такую награду, это, конечно, Ага, это Бажуков Прокопий Павлинович. Да, вот Такое такие интересное имена у них общество. были. Павлинович, да, наверное, а брат у Павлин него, был. вот сейчас о нем будем говорить, Виссарион Павлинович, тоже участник Первой мировой. Павлинович-то Павлин был, значит, получается имя. Да, Виссарион, а жена у него, Виссариона, Марфида Александровна. Ага. Вот. У нас очень много однофамильцев, вот Бажуковы, да. Вот сейчас посмотрим, я покажу список участников Ага. Первой мировой. Вот, Пыстиных много, Бажуковых и так далее. Ага, интересно. Да. Как интересно, да, здорово. Зал боевой славы. Он здесь, правда, не совсем боевой Ого. инструмент. Очень любят его дети, коммутатор, да. Вот А, всё да, это да, у них. да, да, О, да. это последние детки были вот сегодня. Это они все повтыкали, что могли. Да, были сегодня ребята, значит, Да, здесь. да. Вот. Но некоторые дети сейчас приходят, они даже вот понятия не имеют, как это сделать. Вот, У меня такой наверное, телефон да. еще и есть до сих Потому пор. что Так, люди привыкли уже к кнопочкам. как так соединяли раньше, да, Да, интересно. откуда звонят, куда звонят, вот это Ага, и всё. тут все было написано, да, вот Определённое прямо место, вот да, да. настоящий коммутатор, да, вот. Вот здесь вот номера вот эти. Как Да, здорово. ну, говорят, достаточно надежная такая техника. Ну, насколько можно было, да, качество обеспечить. Ага, он динамик этот.
Да, радио, Да, да, да. книга памяти за веру царя и отечества. Да, вот здесь как раз у нас информация, начиная со времен Первой мировой войны представлена. И вот как раз вот это Виссарион Павлинович Бажуков из села Устилыч и его брат Прокопий Павлинович, которого сейчас смотрели, да? Ага. И семья сохранила письма Виссариона к его жене. Настоящие письма, вот начала прошлого века. Он прошел всю Первую мировую, он вернулся домой с фронта в чине унтер-офицера, получил Георгиевский крест. Вот. И, конечно, то, что вот семья вот это все сохранила, они не все, конечно, нам отдали, но тем не менее вот мы этому очень рады. Да, вот как раз дает представление. Начало прошлого века, но грамотный человек, который обращается к своей жене по имени-отчеству, называет ее «милая моя уточка» и так далее. Перечисляет поклоны, всем передает, тоже родственники все по имени-отчеству. И стиль письма, вот он, знаете, как «Белое солнце пустыни». Фильм, вот там да, идет да. чтение за кадром, да, и вот почти один в один. Вот оно такое. А еще что интересно, вот как раз тоже они нам передали, это шаблоны писем. То есть было очень много неграмотного населения, да, в то время. И вот тоже типография работала, надо сказать, да, тоже на фронт. И можно было послать весточку, вот хотя бы дать знать, что человек жив, да, ведь это тоже дорогого стоит. То есть надо было написать кому, от кого, и вот письмо уходило домой. Ага, как интересно, да. Сысуть Вологодской губернии Троицкой письма. Да, вот Вологодская губерния еще тогда. Как интересно, да. Армии, да, вон как письма. Да, да, 1917 год. Но это как раз вот его потомки уже делали проект по истории. Вот как раз Виссарион со своей женой. А вот это вот тоже очень интересный документ, уже революционные движения, да, к 17-му году дело шло, и он прислал листовку своей жене, на обороте он написал: «Покажи знающему человеку, пусть он вам прочитает и объяснит, что такое свобода». Ага, ой, сколько тут участники Ну, вот Первой мировой войны из официально Троицко-Печорской найденные, да. волости, Да, да, да. Усть-Сысольского уезда, Вологодской губернии. Раньше к Вологодской. Да, 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 да. Ну, у нас деление это постоянно происходило. Какая-то часть туда относилась, какая-то часть туда. Вот. А вот этот стенд, эта витрина посвящена вот событиям как раз 1919 года. Это кровавый мятеж, вот как раз этот обелиск, который вот на братской могиле, да? Ага. Вот это связано с тем, если совсем кратенько я скажу, что через Троицко-Печорск в Усть-Сысольск, то есть в Сыктывкар, должны были переправлять зерно. А здесь был как перевалочный пункт. Это был 1919 год, продразверстка, у населения уже все изъяли, да, население голодало, все для армии было, забиралось. Вот. А когда прошел слух, что сюда привезут зерно, причем в больших количествах очень, население, естественно, ожидало, что им тоже что-то перепадет. Но было заявлено вот именно от красной власти, да, Мандельбаум, его слова приводятся, что он сказал: Печора слишком контрреволюционна, чтобы есть хлеб. То есть все надежды у людей оборвались. В то время здесь располагался гарнизон Красной Армии. И вот состоялся вот такой страшный кровавый мятеж, когда люди, причем даже из местного населения, те, кто относились как бы к красным, хотя тоже такое относительное деление, да, вот люди, много ли там они понимали и много ли они хотели в политику эту лезть. Правда же? Да. Им-то нужно было семьи кормить, жить спокойно и так далее. Но, тем не менее, вот опять же это деление, гражданская война, красные и белые. Но дело в том, что расстреляли огромное количество вот красноармейцев, расстреливали прямо на реке, в феврале, да, была прорыта прорубь, продолблена, и прямо здесь люди из окон своих вот изб, они все это видели, расстреливали на льду, там же топили, или расстреливали вот у амбаров. До сегодняшнего времени находят эти стрелянные гильзы, тоже постоянно они там вымываются и так далее. И люди туда и в реку топили. Да. И потом уже вот как раз захоронили в общей могиле их, тех, кто там оставался. Но опять же, вот я говорю, да, что коми народ считается таким, ну, мирным народом. Но тем не менее, вот действительно такое состояние, такое положение
вот вынудила, видимо, да, до такой степени Да. стать жестокими. Да. А самое это страшное, что из Усть-Сольска к тому времени сюда прибыли возчики на подводах за хлебом, и они тоже в этот расстрел попали. То есть мы не можем говорить, что там захоронены красные или белые, да, и вот такая действительно братская могила. Мгм. Так. У нас тут Великая Отечественная война уже там. Отечественная, да, вот я сказала, в 1938 году здесь была открыта школа десятилетка, вот именно десятилетки еще не было в Троицке к тому времени. А в 1941, да, это июнь как раз, состоялся первый выпуск десятиклассников. И вот ребята уже получили повестки. Да. Шли на фронт, и учителя. И вот как раз тоже первый памятник от дороги, там стоит стела, посвященная учителям и учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ну, а дальше понятно, ушло на фронт, если здесь вот почти 200 человек, официально мы знаем, да, то в годы Великой Отечественной почти 2000, и каждый второй не вернулся на всех фронтах. Как, кстати, видео? Молодцы. Грузится нормально? Ага, хорошо. Вот здесь тоже красиво все. Это вот замечательные скалистые красивые берега, особенно вот по реке Илыч. Так, ну и, конечно, седьмое чудо России, плато Мань-Пупуню. Ой, тогда Стал бы побывать там. Побывайте, если хотите, побывайте. Дорого туда лететь, а идти я не смогу. Ну вот зимой у нас был маршрут, ездили на вездеходах. Мне кажется, что это и подешевле, хотя тоже так, ну не сказать, что дешево. Так на совсем, да? вертолете 1030, по-моему, билет Ну, туда. как бы не больше. Надо же Да. еще обратно. Да, да, да. Это государственное учреждение. Красота. Какая Илыч, вот. Это Шантен-Прилук, да, вот как раз вот что рассказывала, да? Рудник. Вот видите, вот там это отверстие, вот оно до сих пор видно, а внутри все уже законсервировано. добывали Да, там. да. Вот как раз хочу показать. Вот она красивая, блестящая свинцовая руда. Ух ты. Так, но мне нужно, чтобы вы оценили на вес. Ну-ка. У, такая тяжелая. Представьте, девчонки, С ума да? сойти. Вот это вот, Вот это тяжесть. да, Такой кусочек, да, и такая тяжесть. да. Свинец, да, свинцовая руда. Ну и радиоактивность тоже, конечно. То есть это еще и вредное Вот это вот, да? производство, да. Ого. Что вот такая история. Ничего себе. Так, ну здесь можно посмотреть, это вот из свежих, то, что до сих пор вот находят окаменелости, да. Ну вот Вот люди это внимательные, интересно. вот они Да, видят, раз замечают. ракушка, Да, 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 да. взяли камень, да, и в музей. Ну, там много чего наговаривают. Да, ну это вот кость тоже мамонта. Мгм, так, Им говорили, классно. Раз он там работает, он водил туда группы, ну и вот имел возможность все это запечатлеть, так что смотрите. Ух ты, палатка, да, тут. Ну это и антураж. Как красиво тут. Ага, это художник, да, Сам, все. конечно, влюблен он в нашу природу. Он из Сысольского района, но как-то он повстречал видео, посвященное Печора-Илыцкому заповеднику, и перебрался сюда. Вот прям попросился на работу. И А, теперь да. он здесь живет, и вот нас радует. он Выставлялась картины его сам работа. рисует, да? Нет, нет, это А, это фотоработы. фотографии. Фотоработы, просто сейчас вот такое оформление уже, да, доступно. Ага, да-да-да. Вот такое замечательное. Распечатать можно вот так красиво. У него есть полотна на несколько метров размерами. Мы просто не могли себе их взять, позволить, нам некуда их повесить. Вот. А выставка была первая в Сыктывкаре, потом в Ухте, и потом вот приехали работы к нам. Мы не все взяли, конечно, только то, что смогли на нашей стене приспособить. В школе есть музей, где я работаю, тоже патефон есть такой же. Этот. Ну хорошо, что это еще дожило, да? Ага, там, да, такая же печатная машинка. Есть вот тоже музей, в котором я работаю, там тоже. Вот. Как здорово, да-да-да. Ой, Змей Горыныч. Ой, а это тоже, вот мне так нравится, да, вот тоже человек вот шел, это корни, это скульптуры из корней сделаны. Ага. Да, вот такие замечательные. Совсем немножко мастер что-то подправил, да? Да, вырезал до мордочку, да, и получились Да, да. замечательные
Как будто такие То вот, есть да? это тоже вот у человека должно быть воображение, Фа- да, он да. это должен увидеть, а не просто споткнулся, ругнулся, Ага. пошел дальше. Да, да, да. Да. Так, вот, ой. Да, красиво. Он какой этот самый. Тетерева, глухари. Да. Это тоже умеется. Вот глухарей делал мастер из якши, вырезал. Красиво. Угу. Ну и вот потом обратите внимание на капы, вот как раз березовые капы. Сейчас тоже вот читаю в интернете, что есть объявления, продают посуду из капов. Сейчас мы посмотрим, да? Ага. Что там внутри. Это вот такие наросты на березе. Ну, это обработано, конечно, да? Ага. Вот. А внутри вот оно какое. Как интересно. Это обработали тогда? Да, это как, не знаю, технологию. Кто-то говорит, вываривают вот это все изнутри, там вычищают. Кто-то говорит, Лаком вырезают. покрывают, да, Ну, краской это покрыто чем-то уже таким. лаком, да. И делают красоту такую. Да. Ну и вот тоже разные формы, разных размеров они бывают. Тоже бывают солонки, бывают там еще что-то и так далее. То есть вот такие Фантоны. замечательные. Да. Ага. Так. Выскофы. Так, это у нас Минералы. минералы. Ага, тут птицы, печора и выскозов, животные. Мгм. Класс, так.